очень нравитесь, ваш эфир и все композиции, которые вы ставите. Вот с таких благодарных слушателей практически каждый день начинается интерактив на волне 88,8 FM. Радиоэфир национального формируется именно с учетом мнения слушателей. Радищики поднимают настроение слушателей, предлагая интересную тему для обсуждения, а вслед за темой море звонков и мнения жителей республики. Интерактив у нас с Мариной начинается с утра. Вы знаете, что просыпаться, приходить в норму бывает сложновато утром. Но когда мы приходим сюда, в этот кабинет, и наши слушатели начинают нам звонить, они заражают нас каким-то оптимизмом. Тон эфира задает слушатель. Если вначале позвонил и с какой-то хорошей новостью, там и дальше идет хороший такой эфир, знаете, вот праздничный, сказала бы. А если у кого-то какие-то проблемы, и там дальше уже начинается вот именно тон задает слушатель. Практически каждый день интерактив вместе с ведущими проводят эксперты в той или иной области. Сегодня в гостях на радио координатор проекта ОНФ Ингушетии «Карта убитых дорог» Хаваш Тибоев. Постоянно слушатель национального радио сегодня надеется посредством волны 88,8 FM донести до жителей важную информацию относительно проекта. Мы надеемся, что вот с помощью радио, телевидения, в частности сейчас радио, что наша работа пойдет лучше. Через радио мы надеемся привлечь больше активистов, больше активных жителей. И с этой целью, с целью, чтобы в дальнейшем улучшить состояние и качество наших дорог. Мы надеемся, что радио примет не самую последнюю, а даже первую роль в этом деле. Помимо развлекательных передач, есть еще и авторские проекты с абсолютно разной тематикой. Особо тщательно готовится к своим эфирам Ахмед Тангиев. Автор проекта – программа духовно-нравственного направления «Тафсир». Ассаламу алейкум ва баракату, уважаемые радиослушатели, с вами Ахмед Тангиев. Мы продолжаем с вами изучение тафсира, сура Сад. Пока Ахмед записывает звук, звукорежиссер готовится к монтажу. Муса Ужахов – боец невидимого фронта. Он отмечает, что работа интересная, главное в его профессии всегда быть начеку и вовремя стараться исправить ошибку ведущего, если такая будет. Мы регулируем громкость, регулируем звук, подсказываем через микрофон, если что не так, если вдруг со звуком проблемы или, не дай бог, еще что-нибудь. И после записи программы мы осуществляем уже монтаж и выпускаем ее уже как готовый продукт. Радищики говорят, что от звонков порой не бывает отбоя, только успевая отвечать. А многие слушатели заочно стали друзьями. Это значит, что коллектив на правильном пути. Порой бывает даже, что радиослушатели возлагают на волну 88,8 FM последнюю надежду дозвониться до родных и близких. Был недавно такой случай, когда нам позвонила женщина, она стояла в пробке, тоже не могла дозвониться до своей матери, а у нее мама пожилая. Она попросила нас, чтобы мы связались с ее мамой, потому что ее мама тоже слушает наше радио. Кстати, хочу сразу напомнить, волна 88,8, и чтобы мы предупредили, что у них все хорошо, что они едут. И вот так вот мы с Любой смогли тоже сказать нашей радиослушателям, чтобы она не переживала, что в скором времени ее семья приедет, чтобы она их ждала. На волне 88,8 FM каждый слушатель находит для себя то, что ему интересно. На национальном старается учесть вкусы всех своих слушателей. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Словом, включайтесь в волну 88,8 FM. Это не только интересно, но и полезно. Светлана Томова, Хаваш Гойков. Новости 24.